Спасать человеческие жизни сегодня могут не только профессионалы. Эта миссия под силу каждому. Достаточно стать донором. Сдача крови не только акт гуманизма, но и профилактика многих болезней. У доноров значительно снижается риск сердечно-сосудистых недугов за счет активного обновления крови. Любая донация – небольшой стресс для организма, но именно наличие таких мягких потрясений повышает устойчивость человека к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Мадина Буружева на республиканской станции переливания крови частый гость. Она осознает, насколько важно сдавать кровь. Стараюсь приходить каждые 2 месяца, сдавать кровь, то есть не пропускать свои донации. В последний раз я тут была где-то в декабре месяце. Вы спросите, почему такой промежуток времени. По некоторым причинам я не могла сдавать кровь, но сегодня, к счастью, выдалась такая возможность прийти и сдать. Вот забирают. Я хочу призвать и наше население, чтобы они являлись более ответственными донорами, приходили и сдавали кровь. Только в первой половине дня кровь сдали 35 человек, из них 2 донора плазмы. Сдают жизненный ресурс не только жители, но и сами медики. Процедура простая. У всех желающих перед тем, как взять кровь, берут все необходимые анализы и только потом направляют на процедуру. У нас есть отработанная маршрутизация донора. Сдавать у нас может каждый желающий гражданин России от 18 лет. Перечень противопоказаний, показаний, это мы уже определяем на месте, опрашивает врач. Но у нас предварительная регистрация донора, заносятся все его персональные данные в информационную систему. Далее донор посещает предварительное лабораторное обследование, определяется группа крови, резус-принадлежность донора, наличие антигена КЕЛ и общий анализ крови. Далее врач-трансфузиолог обследует потенциального донора, и при наличии противопоказания дается временный или абсолютный отвод, либо же донор допускается к донации. На республиканской станции переливания крови более 4000 доноров. Самыми редкими группами крови считаются 3-я и 4-я отрицательные. Но сейчас здесь острая нехватка всех групп. Мы только вчера делали публикацию в социальных сетях. У нас потребность во всех группах крови. В службе крови есть такая опция на сайте, в социальных сетях, донорский светофор. И, как правило, мы отображаем всю нашу потребность. И в настоящее время наш донорский светофор полностью горит красным светом. И это означает, что у нас острая потребность во всех группах крови. Врачи просят принять активное участие в благой миссии и не оставаться в стороне, ведь наша кровь в эти минуты может кому-то очень сильно понадобиться, как это было в праздничные дни. Мы работали на комплектовании 3-й отрицательной группы. Были больные, которые нуждались именно в 3-й отрицательной группе. Какая группа востребована больше-меньше, мы не можем сказать, потому что даже такие же группы, как первая положительная и 2-я положительная, большее количество людей, носителей этой группы, бывает каждый день у нас востребовано. Поэтому мы комплектуем сейчас ежедневно все группы крови. Резус-принадлежность отрицательная нам более востребована, потому что их меньшее количество доноров. С 15 по 21 апреля проходит неделя популяризации донорства крови. Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Сдав кровь, можно получить не только искреннюю признательность, а еще и денежное вознаграждение. Зелимхан Николаев, Султан Булгучев, Магаз 24.